познаете истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна. Вот задайте сегодня любому горожанину вопрос, а где ваши предки 100-200 лет назад брали хлеб, мясо, молоко? Вот он скажет, конечно, в магазинах, почти уверен. Это привычно для нас сегодняшних. Кончился хлеб, пойти в магазин, кончилось молоко, пойти в гастроном. А ведь самое интересное, продовольственных-то магазинов раньше ведь не было. Были лавки, вот в Усть-Сысольске было в середине 19 века, лавок 10, где продавали самые разные товары, от дегтя до шелковых тканей. Продавали там кое-какие продукты, колониальные товары. Но хлебных магазинов в маленьких городах не было. Да и молочных тоже, собственно говоря. А как же они обходились-то? А очень просто, хлеб пекли сами, да зачастую и выращивали его сами. Ведь эти города были городами только по названию. А большинство-то горожан занималось сельским хозяйством, жило при своих полях, как писал Городничий. Пахали землю, выращивали скот и тем жили. Интересно, что учителя, скажем, экспериментаторы в Усть-Сысольске даже выращивали плодовые кустарники, а один уникум вырастил лимон даже на собственном подоконнике. Но сегодня это вряд ли кого удивит, а все-таки для 19 века это была большая редкость, о которой даже сообщалось в печати. Так что случай-то был, прямо скажем, не рядовой. А уж смородина, малина, это, наверное, росло в каждом подворье. Огурцы еще здесь в 19 веке выращивали. Правда, только интеллигенция. Крестьяне огурцы не признавали. В записках Калистрата Жакова сохранился очень интересный эпизод, когда он пришел из Вильгарта в Усть-Сысольск поступать в училище, и целый день маялся в ожидании экзамена, естественно, пошел домой уже голодный совсем, уставший. Учитель пожалел его и дал ему на дорогу кусок хлеба и огурец. Жаков пишет, что хлеб я съел, а огурец надкусил и выбросил. И подумал, всякую-то дрянь едят господа. А у местной интеллигенции, особенно от учителей, у чиновников, что хороший обычай ходить, скажем, летом к пароходной пристани. Ну, пароходная пристань в маленьком Усть-Сысольске, это все равно, что сегодня железнодорожный вокзал в маленьком городе, где проходит железная дорога. Пароход был новейшим изобретением. Пароходное сообщение только в конце 19 века началось. Но главное не это. Пароход встречал весь город, а интеллигенция ходила пить пиво на пароход. Это было таким своеобразным хорошим обычаем. Такой, знаете, как вот в городах раньше, где был маленький вокзал, все собирались на станцию в станционном буфете. Это не значит, что пива в городе не было. Его хватало. Это было показателем хороших манер зайти в буфет на пароходе, выпить пиво и удалиться. Благо гулять-то в Усть-Сысольске было особенно негде. И весь город можно было обойти, за максимум за час по диаметру. Так что пароходная пристань служила своеобразным, культурным центром города. Надо сказать, что в таких же маленьких городах с общественным питанием тоже были определенные проблемы, как, впрочем, и сегодня у нас. Усть-Сысольск вполне благополучно обходился без столовых, ресторанов, трактиров. В начале 20 века, правда, завели ресторан с граммофоном, и газета «Ехидна» писала, что он способствует
очистки карманов местной интеллигенции и купечества. Но это, пожалуй, уникальный случай. А так здесь было только 2 трактира, где и предприятия общепита этим, собственно говоря, и исчерпывались. Так что горожане жили исключительно своим хозяйством, можно сказать, не надеясь в данном случае на отцов города. Разве что только в воскресенье можно было пойти на рынок и что-то прикупить. Но это, в общем-то, мало кому приходило в голову идти за продуктами на рынок. А коров, например, держали все в городе. Если сейчас можно встретить на центральных улицах Сыктывкара, бывшего Сысольска, козу, то раньше это было обычным делом. Коров держали и учителя, и чиновники, так сказать, занимались натуральным хозяйством. У всех были огороды. Кстати говоря, эти коровы жутко раздражали городское начальство. Еще в начале 19 века городничий Николай Самарин, например, обратился в городскую думу со следующим рескриптом, что как разный скот, крупный и мелкий, безо всякого присмотра по городу шатается, от чего могут последовать разные непредвиденные случаи. И думе предписывалось, чтобы отнюдь без пастухов тот скот не находили и в городе не шатались. Но городничий мог издавать сколько угодно грозных постановлений, от этого скот по городским улицам шататься не переставал, разумеется, потому что горожанам кормиться-то надо было. И вот что интересно, проходит ровно 100 лет, ну почти 100 лет, 912 год, и либеральная газета губернская «Вологодский листок» помещает заметку из Сысольска. На улицах города в летнее время мирно пасутся коровы и иной скот. Отцы города изгоняют скот с улиц только в торжественных случаях, в дни приезда начальствующих и почетных лиц. А как только начальство сядет на пароход, скот возвращается в город, и улица снова обращается в скотский выгон. Ну, в 20 веке их заасфальтировали, конечно, и скотским выгоном они перестать были. Какое-то время, конечно, мы забыли про городское животноводство. Но в истории все повторяется, и все возвращается на круги своя. Сегодня мы, по сути дела, потихоньку возвращаемся к обычаям наших далеких предков. На сыктывкарских улицах можно и корову встретить, можно и коз, а уж то, что петухи кричат в центре, поют в центре города, для нас это стало совершенно обычным делом. Так что, как видите, история и учит, и воспитывает, и помогает, а может быть просто любопытно. Если вы ждете мораль, то напрасно. Я не собираюсь делать никаких выводов. Я хочу вам просто рассказать, как жили наши предки. Если было интересно, значит нам это удалось. Если не интересно, значит мы постараемся исправить.